Наступает теплое время, и в населенных пунктах вводится особый противопожарный режим. Государственный комитет Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям постоянно проводит работу с населением. Ведь безопасность была и остается одной из самых важных задач. Запрещается посещать лес и разводить костры, сжигать траву. Профилактика имеет огромное значение. Жарить шашлыки тоже можно, только на специально отведенных участках. И если соблюдать все эти несложные правила, то удастся избежать большой беды. В поселке Сосновка жителям тоже разъясняют правила противопожарной безопасности. Также у нас проводятся мероприятия по профилактической направленности с детьми, с учащимися образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений. Проводим с ними работу. Сегодня к нам придут учащиеся Заволжской школы. Проведем с ними экскурсию по пожарной части и доведем также до них меры пожарной безопасности. Ребята любопытны, и экскурсия им очень понравилась. Наблюдать за работой профессионалов очень интересно. Сразу там автоматически подается, можешь дышать, кислород. Все. В таком состоянии он выводится. Дыши, не бойся, дыши. Обычный воздух. Все работает. Никаких проблем, угрозы жизни и здоровью для человека нет. Пожарная часть номер 9 в поселке Сосновка тоже имеет свою большую историю. Меняются времена, меняется оборудование. Прежними остается преданность своей работе и желание помогать людям. Пожарная часть в Заволжье создалась, в 1955 году, 15 января. Потому что на территории Заволжья начали создаваться предприятия, поэтому возникла необходимость в создании. Она была создана в районе настоящей школы. Со временем по причине ветхости перенесли сюда. Здесь был гараж, Чипопад, где в настоящее время мы находимся. Здесь, установили технику. В настоящее время здесь находится 3 единицы пожарной техники, 2 из которых каждый день находятся в боевом расчете и 1 находится в резерве. Мы, охраняем населенные пункты Заволжья. В настоящее время численность населения Заволжья около 2700 человек. Плюс еще в Заволжье находится 15 садоводческих товариществ, на которых около 4500 дачных участков, поэтому население, особенно в выходные, в летний период, в разы возрастает. Современная пожарная машина оснащена всем необходимым. Здесь есть пожарные рукава и большой объем воды, чтобы вовремя потушить возгорание. Пожарная машина вмещает в себя 6 тонн воды. В случае происшествия команда должна прибыть на место в течение 20 минут. Набирать воду можно как из пожарного гидранта, так и из открытого водоема, то есть Волги. В работе пожарных главная точность и быстрота, ведь в некоторых случаях счет идет на минуты. В настоящее время пожарная цистерна установлена на пожарный гидрант. Цистерна устанавливается на пожарный гидрант в случае тушения пожаров, для того, чтобы была непрерывная подача воды от водоисточника до места пожара. На территории Заволжья находится 23 пожарных гидранта в настоящее время. Ежегодно 2 раза в год, весной и осенью, противопожарное водоснабжение проверяется нашими работниками совместно с работниками водоканала. И делают соответствующие поправки, где-то неисправно, если что, производится ремонт, обслуживание. В команде пожарной части номер 9 работают настоящие профессионалы с большим опытом. Геннадий Прохоров трудится здесь уже 20 лет, проводит патриотическую работу. Каждый год, в январе месяце, начинается месячник массовой обороны. Это, считай, с января 23 по февраль 23. А кроме этого, мы как по приглашению школ, институтов, садиков, колледжей, кроме этого, у них свои расписания, приглашают, я выступаю. Не только я один, там у меня боевые друзья, у нас большинство 6 или 5. Так что здесь не лишним будет напомнить о том, что любую проблему легче предотвратить, чем потом иметь дело с последствиями. О статистике пожаров, обращении с электроприборами и других правилах можно прочесть специальные памятки. Государственный комитет Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям напоминает: будьте внимательны при обращении с огнем. От этого зависит ваше здоровье и жизнь. Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны,
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником Днем пожарной охраны России. Работа пожарных во все времена считалась одной из самых рискованных, но в то же время одной из самых благородных профессий. Именно пожарные всегда готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи, встать на защиту человека, порой рискуя собственной жизнью. Особые слова благодарности в этот день ветеранам. Низкий вам поклон за самоотверженный труд, за воспитание молодой смены, обеспечение преемственности опыта и добрых традиций пожарной охраны. В преддверии праздничного дня позвольте пожелать всем, кто сегодня стоит на страже пожарной безопасности, здоровья, благополучия, дальнейших успехов во всех начинаниях. Спасибо вам за ежедневный труд и преданность выбранному делу. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь в столице.